Всем привет! Решила снять чистку, хочу посмотреть. Вот в этой чашечке 1 килограмм, ну, кило 15 грамм. Хочу посмотреть, сколько после чистки уходит. Вот. После сушки не взвешивала, глина сухая. Вот. Такие кусочки. Вот так, если. Это я не подумала, надо было сразу приблизить. Такой перламутровый кусочек. Даже, я бы сказала, жемчужный цвет такой красивый. Так, это, скорее всего, кашемир. Вот, тут тоже, вот видите, такой цвет переливается. Темненький, черный. Там где-то глина такая вот. Черные слои идут. Потому что у Ирины в наличии тоже в добыче есть черные глины. Допустим, даже вот как вот это. Если они где-то рядом, вот он, цвет попадает сюда. Мне нравится, когда верхний слой счищаешь, прям вот это вот блеск. Еще я могу посоветовать, кто хочет тоже вот такую вот глинку с блеском, допустим, а вы покупаете, она же по-любому пылится. Она не будет всегда блестящей, у нее образуется сверху вот пыльный налет сам по себе. Вот. И если вы хотите блестящую, не обязательно зачищать, можно попробовать либо сухой салфеточкой натереть ее, вот, либо купить зубную щетку специально для глины. Вот, и зубной щеткой можно пыль стряхать. Вот. Это вот лайфхак для покупателей. Если пыль стряхать будете, лучше делать это на балконе.
Еще немножко уже осталось. Уже больше половины почистила. Вот угольные вкрапления. Кому-то нравится, кто-то их кушает. Я их счищаю, стараюсь, но в некоторых кусочках все равно попадается. Вот. Потому что я счищаю ведь сверху. Вот. Или там маленькие кусочки, когда ну, там чистить-то нечего. Корешочек вот был сейчас попался. Сыпется сыпучая глина, какой-то кусок попался, прям рыхлый. Так, это я потом сгрызу. Это с углем, которые кусочки. Вот чистенькие кусочки. Это я похрумкаю. Тут корешок. Попался кларин. Тут чистить не буду, это место слома. Я бы похрустела, но я хочу взвесить. Так что взвесим, потом немножечко похрустим. Что это за кусочки, я тоже не знаю. Что это?
Такое белое, на сливочное похоже, возможно. Или нуга какой-нибудь. Даже не знаю. Так не поймешь. Так вкусно глина пахнет, когда ее чистишь прям. Девочки, кто мои покупатели, если, допустим, есть желание у вас самим почистить, вы можете написать, либо забронировать, что нечищенную глинку при поступлении вам оставила. Допустим, когда немного почистить, как развлечение, можно сказать, что-то новенькое, интересненькое. Большое количество не советую брать нечищенные вам, потому что будет потом у вас стоять, потому что дело это долгое, не быстрое. Каждый кусочек почистить. Я бывает вот так вот по несколько дней сижу, смотря сколько заказываю. Вот осталось 3 кусочка. Тоже плотненький. Угу. Тоже интересненькая какая-то такая. Рисуночек у нее тут. Желтые разводики. Рассыпалась вон внутри. Так, а это то ли хрум-хрум, то ли мармелад. Рыхлая, кудрявая такая. Я обычно по цвету ее смотрю. По вкусу тоже отличаются. Так. Так, взвесим пустую чашку. 40. Сколько там? 46 весит, да? Сбрасываем.
Убираем и ставим теперь чашку с глиной. Вышло у нас 787. Ну, пускай 790. Это у нас что там? 220 грамм, 225 очищается. Это... Ой, что там? Сколько там? 25% где-то, да? Да, 25% получается идет на очистку. А если глина приезжает влажная, да, или нет? Что-то весы уже барахлят. Так, ну давайте похрустим кусочек. Вот я что-то не нашла, как камера переключается во время видео. Что-то вкусненькое, нежненькое такое. Залипает. Многих действительно грызет вот глину, мел, я думаю, понимают, почему невозможно только кусок во рту проглотить. Его нужно запивать, рассасывать. Потому что если... Вот вы же еду, когда кушаете, вы же не глотаете целый кусок картошки, допустим, да? А у вас в горле встанет. Так же и глина. Если я буду каждый кусочек разжевывать, видео будет очень долго тянуться. Всем спасибо.